В аэропорту Уфы в связи со вспышкой смертельного коронавируса в Китае усилен санитарный контроль. Тщательный осмотр проходят жители, прилетевшие не только из Поднебесной, но и ряда других стран. Ежедневно сотни пассажиров проверяются специалистами Роспотребнадзора. После прибытия самолета у людей уточняется самочувствие, тепловизором замеряется температура тела. В случае, если есть жалобы на недомогание, пассажиров проводят в медпункт. Анастасия Ильчебаева расскажет подробнее. Передвигаемся по городу Чэнду в такси. Таксисты в масках, серьезных масках. Мы русские парни, мы не боимся ничего. Но эта уверенность, видимо, присуща только иностранцам. Китайцы, в свою очередь, стремятся себя обезопасить, рассказывает Павел Кречетов, бывший игрок баскетбольного клуба «Уфимец», ныне тренер в городе Чэнду, в провинции, где еще не зафиксированы случаи заражения, жизнь особо не изменилась, рассказывает спортсмен. Просто стали все люди ходить в масках, а так столпотворений людей очень много. С России мне много людей пишут и узнают, как ситуация здесь. Здесь все нормально, в принципе, мы ничего не боимся, мы спортсмены, это самое главное. Что ничего не изменилось, тренировки не поменялись, все идет по плану, все, автобусы ходят, людей на улице много. Но в то же время власти Китая все-таки ввели некоторые ограничения не только в провинциях, где обнаружен вирус. В моем институте объявлен карантин. И мои одноклассники, все те, кто учится в моем институте, просто банально не могут выходить за территорию кампуса. Что нам говорят? Мойте почаще руки, одевайте маски. Маски в данный момент достать, например, в городе Саня невозможно нигде. Мы обошли около 10 аптек. Их нету просто в наличии, и заказать через интернет их тоже невозможно. Вспышка коронавируса была зафиксирована в городе Ухане. Это самый густонаселенный город центрального Китая. С ним граничит Хуанган. В эти населенные пункты сейчас ограничены въезд и выезд. Туристические и развлекательные объекты закрыты. Уже известно, что источник вируса находился на оптовом рынке морепродуктов в Ухане вместе с рыбой. Здесь также продавались дикие животные и рептилии. Последние исследования показали, что носителями заболевания, скорее всего, являются ленточный крайт и кобра. Эти змеи питаются летучими мышами, а их, в свою очередь, ученые считают первоисточником вируса в организме рептилий. Ему удалось мутировать, после чего он стал опасен уже для человека. Но россиянам особо бояться нечего, успокаивают инфекционисты. Говорить об эпидемии в Китае пока еще рано, несмотря на то, что местные СМИ сообщают о более чем 600 заразившихся. Для населения Китая в почти 1,5 миллиарда человек, живущих достаточно компактно и густонаселенно, то есть часто контактирующих с большим количеством людей, это не столь страшные цифры. Вначале вирус проявляет себя как обычное респираторное заболевание. Поднимается температура, начинается кашель, насморк, головная боль. Уже затем симптомы становятся все более серьезными. На данный момент известно о 17 погибших. Это далеко не первая подобная вспышка заболевания, говорят инфекционисты. Мы имеем огромный опыт уже работы и по 2002-2003 году с коронавирусной инфекцией, и по гриппу H1N1 пандемическому. Коронавирусы известны давно, и было известно более 6 серотипов, а это, возможно, новый серотип, и тем более ученые сейчас его подробно изучают, тем более, если создана уже тест-система для диагностики, работают над созданием вакцины, хотя, в принципе, создать вакцину в современных условиях труда не представляет. Уже известно, что вирус вышел за пределы Китая. Заразившиеся обнаружены в США, Канаде, Сингапуре. Все они вернулись из Поднебесной. В российских аэропортах сейчас особо тщательно осматривают рейсы из Китая. Дежурят сотрудники Роспотребнадзора, пассажиров проверяют тепловизором, чтобы определить температуру тела. У специалистов в Уфе сегодня вызвала подозрение пассажирка рейса Саньян, но, к счастью, у девушки оказалось всего лишь ОРВИ. В аэропорту Уфы у нас имеется санитарно-карантинный пункт, в котором в круглосуточном режиме работают наши специалисты, проводящие санитарно-карантинный контроль всех прибывающих из-за рубежа бортов и, соответственно, пассажиров. Большой борт, скажем так, это прибывает как раз из Китая, из Сани, там до 350 пассажиров. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что в случае возникновения недомогания после возвращения из-за рубежа необходимо сообщить врачам о своей недавней поездке. А тем, кто только собирается или находится в путешествии, стоит чаще мыть руки, не стесняться надевать маску, избегать людных мест, в первую очередь рынки. Тот случай, когда полезно побыть социофобом. Анастасия Ильчебаева, Тимур Каюмов. Новости Уфа.